Первое – это основные показатели крови. Кровь состоит из двух частей – из плазма и форменные элементы. Я всегда люблю давать такой пример. То есть кровь – это как суп. В супе есть бульон, то есть вода с приправами, и есть какие-то частицы. И вот в крови то же самое. Плазма – это бульон, и форменные элементы крови, или по-другому просто клетки крови – это частицы супа. Плазма сама по себе состоит из органических и неорганических веществ, вот как вы видите. И основные клетки крови – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Нам интересуют больше всего именно эти показатели. И вот все клетки крови проходят такой цикл развития. Он называется гемопоэз, то есть кровотворение. Мы долго не будем остановиться, но вы должны знать, что гемопоэз – это процесс последовательных дифференцировок клеток, который приводит к образованию клеток крови. Это значит, что все клетки крови вступают в пути так называемой дифференцировки. Путь дифференцировки – это когда клетки крови приобретают определенные свойства, которые позволяют им в будущем выполнять свои специфические функции. Это очень важно знать, чтобы разбирать лейкозы. И вот, есть два ростка – миелоидный и лимфоидный. Из миелоидного ростка образуются тромбоциты, эритроциты, нейтрофили, эозинофили, базофили, тучные клетки и моноциты, то есть макрофаги. Из лимфоидного ростка образуются Т и Б лимфоциты. То есть из стволовой кроветворной клетки, проходя пути дифференцировки, образуют у нас все клетки крови. И вот, так выглядит общий анализ крови. Вот красная кровь, вот белая кровь, и вот кровяные пластинки, то есть тромбоциты. Отдельно еще выделяется соя, как лабораторный признак наличия воспалительного инфекционного процесса, и гематокрит. По поводу гематокрита, смотрите, мы берем кровь из вены. Есть определенный аппарат, который быстро вращается, он крутится, и таким образом создается центробежная сила, которая разделяет кровь на части. Этот процесс называется центрифугирование, и аппарат называется центрифугой. Таким образом, тяжелые частицы отходят к дну пробирки, а менее плотная часть крови поднимается к крышке. И вот образуются три слои. Верхняя часть – это плазма, где-то 55%. Второй – это небольшая часть крови, где-то 1%. И его образуют белые клетки крови и тромбоциты. И самая плотная часть – это именно нижний. Его образуют красные клетки крови, то есть эритроциты, примерно 45%. И вот, гематокрит – это нижняя часть. Он равен объем, который занимает красные клетки крови, делен на общий объем. 45% примерно. А это все вместе является клетки крови, то есть и лейкоциты, тромбоциты, эритроциты вместе. Вот мы уже разбирали первый пункт